Привет, болельщики! Сегодня болельщики – одна большая семья. Страна, город, улица и прописка не имеют значения. На понятном для всех футбольном языке в эти дни в России говорят везде – на стадионах, на улицах и даже в поездах. Оле, 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 оле! Друзья, друзья! Усинские болельщики ведут специальный видеожурнал. В нем отчет о поездках, матчах и, конечно, о новых знакомствах. Вот матч Франция-Австралия. Атмосфера дружелюбная. Уже в перерыве у нашей компании появились десятки зарубежных друзей. Австралийцы, австралийцы, австралийцы! Австралийцы! Австралийцев, походу, больше, чем французов. Сыктывкар, Эжва, Кослан, Ухта, Занулье, Визинга. Из Коми на чемпионат мира отправились сотни болельщиков. Цифра примерная. Точных данных нет. Билеты продавали по такой сложной схеме, что пока отследить передвижение болельщиков по городам проведения мундиаля могут разве что спецслужбы. Многие признаются, поехали на чемпионат за настоящими эмоциями. Ведь когда покупали билеты, даже не знали, на какие матчи попадут. А потому на стадионах поддерживают всех гостей этого чемпионата. Панамцы вообще веселые ребята. Не сомневаются до сих пор, что отыграются с 0-3. Всем привет из солнечного Сочи. Сегодня состоится очень ответственный матч Россия-Египет. Поддержим сегодня все нашу сборную. Но мы постараемся ее очень сильно поддержать на фан-зоне в Сочи. Привет, Республика Коми и все, кто болеют дома за Россию. Я приехал на матч Россия-Египет и буду болеть вместе с вами за Россию. Первые болельщики из Коми уже возвращаются домой с позитивными эмоциями и воспоминаниями. А новая партия фанатов еще только собирается в свое футбольное путешествие. Закончится спортивный праздник 15 июля в Лужниках. Тогда же в столице Коми закроется и фан-зона на центральном стадионе. Виктория Палкина, телеканал Юрган.